Ассаламу алейкум, құрметті ағайын. Вчера мне не дали возможность, так как забрали в Алозовское РОВД. Но мы со вчерашнего дня объявили о каждодневной акции на 10-15 минут. Мы будем стучать по пустой кастрюле, по пустой посуде. В знак протеста, что государство не уделяет внимания своим гражданам. Прямые обязательства, прямое действие, которое должно быть во время ЧС, это государство, правительство должно брать на себя все обязательства, которые должны были до сегодняшнего дня. Каждый гражданин должен был получить компенсацию в размере как минимум 50 тысяч на каждого человека. До сих пор этого было не сделано. Сегодня приходит различная информация со всех регионов. С Каскелена сегодня буквально пришло сообщение, что люди стоят толпами у банков, соответственно, рискуют заразиться, инфекцию получить, заразиться и все остальное. Я не знаю, о чем думает власть на сегодняшний день, почему именно таким образом решаются проблемы. Поэтому я сегодня вышел на балкон, у меня пустая кастрюля, и я буду исполнять ритмы в знак протеста нашему правительству. Требую скорейшей выплаты компенсации нашим гражданам, и при этом это организовать таким образом, чтобы у банков не стояли толпы людей, пытаясь получить свои, как говорится, необходимую сумму денег. Поэтому я не музыкант, так что будем стучать. Принимайте челлендж, стучите на балконе, каждый как может, сопротивляйтесь, отстаивайте свои права, делайте все возможное, чтобы правительство обратило на себя, на нас, на граждан Республики Казахстан внимание. И не только по выплате компенсаций. Каждый из нас обязан делать то или иное действие, чтобы защитить свои права, чтобы защитить свою свободу. Требуйте выполнения всех своих законных прав. Требуйте и не прекращайте это делать. Каждый день, каждый божий день. Каждый из нас должен и обязан требовать от власти того, что они должны сделать для граждан. Раз они от нас требуют выполнения наших прав, соответственно, мы обязаны требовать от власти то, что они должны для граждан. Көше партияға қосылыңдар ағайын. Үйде босқа отырмай, әрқайсыларының өз протесттерін көрсетіп, әрқайсыларының өзінің құқықтарында қорғау біліңдер. Үйде босқа отырмай, карантин уақытында конституцияны оқыңдар.
өз құқықтарыңды қорғау біліңдер. Одан кейін мына қазақ ағайындарға айтатыным, мына орыс сөйлейді деп, орысша сөйлейді деп бізге қатты ренжімеңдер. Бәріміз қазақ болғаннан кейін осы қазақ жерінде ертең бұйыртса қазақ тілі бірінші орын алып, бірінші орынға шығып, тек қана әр жерде қазақ тілінде сөйлейтіндей боламыз бәріміз. Школ болсын, мемлекеттің жаңағы государственный орган дейді ғой, сол бәр жақтарда түгел жерде бір-ақ тіл ғана болу керек, ол қазақ жерінде қазақ тілі болу керек. Оған ешқайсымызда күмәніміз жоқ. Сондықтан қазір енді осындай жағдай болғаннан кейін мына бізге орыспайсыңдар деп, орысша көп сөйлейсіңдер деп, соған қатты бізді сынамаңыздар. Бізге қазір Қазақстан жеріне керегі ол заңдылық керек. Бізге бейбіт түрде біздің халқымыз заңды түрде осы бір билікті қансыз, төгіссіз бейбіт түрде ауыстырып, демократия жолына түсу керекпіз. Сондықтан қабылдаңыздар, қолдаңыздар көше партиясын. Тек қана көше партиясымен бұйырса жеңіске жетеміз ағайын. Сондықтан бәріңізге бар жақсылық тілеймін. Құдай бұйыртса осы біреу ұры жүйені жылжытайық орнынан, бұйыртса қан төгіссіз демократияға жетейік ағайын. Сол үшін балконға шығыңыздар, кастрюльді соғайық па, тағы да не істейміз. Бізге біздің біреу ұры биге, биде отырған адамдарға өз пікірімізді жеткізу керекпіз. Қолдаңыздар. Требую от властей немедленной выплаты компенсации в размере 50 тысяч тенге. Организовать это все правильным способом. Не собирать толпы народа у банков. У каждого человека в нынешнее время, современное время, есть Каспий Голд карточки, любые другие карточки. Все эти карточки можно без всякого затруднения, как говорится, проявить. И каждому человеку на эти карточки выплатить компенсации. При этом, чтобы люди не рисковали заразиться коронавирусом, стоя у банков огромными толпами. Куда смотрит правительство? Вчера вот буквально я делал эфир по поводу того, что на улице Сайна и Улугбека собралась огромная пробка. Людей проверяли документы. И вечером, когда я был уже в Алузовском РОВД, я видел, какие толпы людей там находились. Да? В душном кабинете собирали по несколько человек и составляли протоколы. Разные санкции применялись к этим людям. Кому-то просто предупреждение, кому-то штраф в размере до 30 тысяч тенге, вплоть до арестов. Вот эти все беспределы, мало того, что людей сейчас уже, сколько вчера мне сказали инспекторы, порядка 50 человек подвергли административным арестам. Вот, вместо того, чтобы заниматься подобного рода оперативными действиями, лучше бы вы выплатили компенсацию государства, если выплатило компенсацию своему народу. Соответственно, этот человек бы не стал бы выходить из дома, искать пропитание, пути, способы заработать где-то деньги, да. Каждый человек был бы ответственный, сидел бы дома, выходил бы максимум это куда? Это пойти купить в продуктовом магазине продукты и все. Соответственно, мы бы тоже соблюдали бы все правила карантина. А так как государство само провоцирует людей выходить на улицу и искать себе пропитание, еще и умудряется их штрафовать, еще и давать им административные аресты, чтобы они завтра
сидя в этих административных СПА, как бы больше подвергались риску заразиться, да, инфекцию получить эту. Поэтому я не знаю, каким намерением все это делается. Соответственно, я вот как гражданский активист, как гражданин Республики Казахстан, в корне не согласен с теми действиями, которые сейчас делает правительство. В корне протестую, опротестовываю все эти действия правительства. В корне не согласен со штрафами, которые применяются простым гражданам. Мало того, что вы не можете выплатить компенсацию, так вы еще и умудряетесь голодный народ оштрафовать. Ни в какие рамки это не лезет. Поэтому требования нас, гражданских активистов, остается прежние. Раз вы не справляетесь с прямыми обязательствами, которые на вас в принципе никто не возлагал, вы самовольно захватили эти обязательства на себя, соответственно, вы не хотите в сторону народа никаких полезных дел делать, требуем освободить свои занимаемые должности, требую отставки президента Токаева, нелегитимного президента, требую отставки Дариги Назарбаевой, требую отставки Нурсултана Назарбаева, всего правительства, всего нелегитимного правительства, всех депутатов, которые сидят и спят на своих местах. Вместо того, чтобы помогать своим гражданам, вы опустошаете казну. На сегодняшний день приходит информация, что наш пенсионный фонд разорен, да, практически. Вот поэтому требую отставки всего правительства. Дайте свободу своим гражданам. Мы сами, раз вы не можете исправить ситуацию, граждане Республики Казахстан имеют полные полномочия и возможности и желание исправить свою страну, поставить ее на нужные рельсы, на рельсы демократии. Там, где у каждого человека будут свои права, и это право будет выше закона. Мы будем бороться до того момента, пока вы незаконно сидите, занимаете эти кресла. Вот, поэтому требую выплатить в первую очередь компенсацию сейчас тем людям, которые сидят без работы, без средств на пропитание дома. На этом я, наверное, сегодня закончу свой прямой эфир. Всем спасибо. Поддерживайте нашу акцию. Выходите на балкон. Давайте достучимся до каждого человека, который вот наши соседи, в окна. Вот, люди смотрят, выходят на балконы. Вот, поэтому чем больше нас будет стучать, ритмы, у кого какие музыкальные слухи, у кого нет слуха, то же самое, стучать, греметь, вот, больше звука издавать. Сопротивляйтесь, отстаивайте свои права. Всем спасибо. Я заканчиваю прямой эфир. Что еще хочу сказать вам? Алға Қазақстан, алға көше партиясы. Бәр жақсылық болады. Көше партияға қосылыңыздар ағайын.